Кыргызстанда 2022 виртуалдык активдер менен ишкердик кылуу же криптовалюта менен алектенүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынган. Бул ишкердиктин жаңы түрү болуп саналат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан крипто алмаштыруучу 94 компанияга лицензия берилип, крипто биржа катары 8 фирма катталганы белгилүү болду. Бул материалда ошолордун ичинен өлкөдө 1 жылда иштеп, буттан чалынган чет элдик бир компаниянын окуясы баяндалат. Амансыздарбы көрөрмандар, үстүбүздөгү жылдын февраль айында Кыргызстанда криптовалюта менен алектенген FoDragons компаниясында ири суммада акча урдалган. Азыр биз бүгүнкү маекте ошол компанияда каражат кантип урдалган жана кыргыз милициясы ишти кантип иликтеп жатат, ошол тууралуу маектешебиз. Бул тууралуу бизге ошо FoDragons компаниясынын венчурный инвестору Антон Аджиев айтып берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу элеман. Антон мырза, алгач ушул өзүңүз тууралуу бир аз кыскача маалымат берип кетсеңиз. Я венчурный инвестор. Это означает, что я инвестирую в стартапы в разных странах. И иногда это приносит много денег, иногда это приносит много опыта. В случае с Кыргызстаном пока это больше про опыт. Ну, вот, наверное, вот так. Кыргызстанда жумушуңузду качан баштагансыздар, анан эмне үчүн Кыргызстанды тандадыңыздар эле? В Кыргызстане, ну, мы где-то уже, наверное, почти 2 года, да, но лицензию, то есть там как бы была сначала предварительная работа, связанная, ну, понять как бы вообще, как здесь все немножечко устроено, там, законодательство, прочее, вот. А непосредственно лицензию на криптообмен мы получили в прошлом году в июле, вот как раз уж вот год. И, соответственно, год работаем здесь. Почему выбрали Кыргызстан? Ну, во-первых, лично мне очень нравится Азия, Азия, Ближний Восток. Во-вторых, с точки зрения именно вот законодательства, с точки зрения именно гармонизации законодательства с как бы реалиями, на наш взгляд, Кыргызстан это, ну, если не номер 1 в мире, то, ну, точно в тройке. Да, потому что есть много стран, которые позиционируют себя как там криптофрендли и прочее, но фактически, да, и даже есть страны, у которых там какое-то прописано законодательство, но того, чтобы вот оно было гармонизировано с банками, да, то есть чтобы вы не просто могли открыть компанию, а чтобы банк понимал, собственно говоря, ваш бизнес, да, то есть чтобы вы могли пользоваться банковскими услугами, потому что фактически что такое вот этот вот криптообмен? По сути, ведь это вот как обменники на улицах, да, то есть... Ушул жерден суроо бере кетели анда. FoDragons компаниясы эмне менен алектенет, ушул элге мына жөнөкөй тил менен айтып берсеңиз. Ну, мы, то есть, как я уже сказал, это вот, по сути, это обменные пункты, да, грубо говоря, у вас есть сомы, неважно, там, доллары, евро, юани, да, вам нужна какая-то другая валюта, вы останавливаетесь, видите курс, да, если он вас устраивает, вы обмениваете, если не устраивает, там, едете куда-то еще, да, если у вас какая-то крупная сумма, вы там просите скидку, то есть, по сути, это все то же самое. То есть, так сказать, чтобы, вот, понимаете, там, что это вот что-то там сверхсложное, там, нет. Технически это те же самые, по сути, это те же самые деньги, просто вот они электронные, и их плюс, он как раз и заключается в том, что ну, у них есть все преимущества настоящих денег, да, и плюс это вот скорость. То есть, грубо говоря, вы получили криптовалюту, вам надо отправить, не знаю, в другую часть света, несколько секунд, несколько кликов, и деньги уже там. Соответственно, человек, который получил их, он приходит, соответственно, либо на криптобиржу, либо на криптообменник, и там просто меняет их на ту валюту, которая ему нужна. Вот. И,
С учетом того, что, как я уже сказал, здесь законодательство очень продуманное, и с учетом того, что здесь банковская система тоже понимает вот специфику бизнеса, то здесь даже есть некая, знаете, вот конкуренция среди банков за клиентов в этой сфере, что вообще практически отсутствует, да не практически, а совершенно точно отсутствует во всем остальном мире, потому что там надо, сейчас вот открыть счет, это там может уйти полгода, да, а то и больше на крипто это самое. А здесь вот, как я уже сказал, даже есть определенная конкуренция. Вот. Что, конечно, очень сильно облегчает бизнес. С другой стороны, это, конечно, очень сильно увеличивает конкуренцию среди непосредственно криптообменников, криптобирж, так сказать, все вот это вот. Но по сути, если как бы совсем простым языком это вот объяснять, то эти вот новые технологии, они по сути ничем не отличаются от старых, да, просто это быстрее и удобней. Да, то есть вот как бы Түшүнүктүү. Кыргызстан финансы рыногун көзөмөлдөө кызматы сиздер ошол крипто биржага лицензия алган эмес деп атады. Ушул боюнча эмне айтат элеңиз? Слушайте, тут надо понимать, что такое вот криптобиржа и отличие от криптообменника. То есть криптообменник, как я уже сказал, самая простая ассоциация — это вот обменники на улицах. Да, понятно, что там есть много-много всяких подводных камней и прочее, но по сути для вот простого зрителя это самое. Криптобиржа — это уже нечто другое. Криптобиржа — это больше ориентировано на, скажем, каких-то более таких вот розничных мелких клиентов. То есть, грубо говоря, криптобиржа — это миллион клиентов, которые там, каждый там на $10, да, а мы скорее 10 клиентов, которые каждый на $1 миллион. Вот в таком вот ключе. Но мы вообще, честно говоря, до Кража-то, да, мы планировали получить лицензию и криптобиржи тоже. К сожалению, на текущий момент у нас другие теперь интересы, задачи и вопросы. И пока вот мы криптобменник, но лицензия, конечно, на криптообмен у нас есть, потому что здесь без этого, это прям прямой путь в тюрьму, куда нам совершенно не хочется. Да. Буга чейин алдын ала сүйлөшүп атканда сиз айттыңыз эле, ушу Кыргызстанда биз таза ачык айкын мыйзамдуулугунан чыкпай иштегенбиз деп. Ушул тууралуу айтып берсеңиздер, баардык документтерди алган белеңиздер, Кыргызстанга канча салык төлөдүңүздөр? Да, в принципе, здесь секрета большого нет. Значит, уставной капитал — это, по-моему, что-то там $800 тысяч. Значит, сборы всякие там на лицензию и прочее, это, наверное, что-то порядка 30, может быть, $40 тысяч. И непосредственно налоги, наверное, где-то чуть больше, может быть, 1,5 миллиона сомов. Но, к сожалению, как я вот уже сказал, нас сбили на взлете. И, конечно, мы бы проинвестировали намного больше, но, к сожалению, пока вот мы вместо того, чтобы зарабатывать деньги для экономики Кыргызстана, мы пока простаиваем. Анда ушул жерден айта кетсеңиз, сиздердин активдерди компаниядан качан, кандай жолдор менен уурдап кетишкен? Это 22 февраля, то есть, как сейчас помню, чистил зубы с утра, и вот звонок, что у нас у нас вот свистнули. Причем именно во время сделки, то есть там с очень крупным клиентом они перевели деньги, а мы перевести не смогли, потому что они исчезли. Вот, и, прям скажем, да, впечатления такие, масса впечатлений, потому что это было даже вот технически красиво. То есть, вот представляете, человек держит в руках телефон, на нем есть деньги, а потом вдруг и они исчезли. Вот. Правда, наш вот бывший директор вскоре после этого даже пытался покончить с собой. Потому что это, конечно, было очень тяжело психологически. В общем-то, это для всех было тяжело психологически. То есть у нас в команде, хотя, в общем-то, люди все, не сказать, что старые, но случилось вот 2 реанимации, 2 гипертонических криза у людей, у которых никогда раньше до этого таких проблем не было.
И практически два четко сформулированных желания, да, о самоубийстве. Вот, поэтому, понимаете, оно как бы вот ваш вопрос, он звучит, ну, произошла кража, да, то есть это самое, то есть слово кража, оно само по себе не передает всех тех вещей, которые как бы стоят за этим, потому что на самом деле, ну, это действительно очень серьезный удар, потому что даже не беря в расчет то, что это там, ну, по всей видимости, судя по данным следствия, это вот сделал кто-то из нашего коллектива, да, но даже если отбросить в сторону это, конечно, был очень серьезный удар и психологический, и, да, физически, в общем, такая тяжелая история, тяжелая. Бул урдалган каражаттын суммасы канча? Да, вот, понимаете, тут как раз сумма, и это тут тоже хороший вопрос, потому что, ну, фактически украдено там 846 тысяч тейзера, то есть фактически 846 тысяч долларов. Но когда речь идет вот о такого рода вещах, когда это там у частного лица, это одна история, когда это у компании, это уже совершенно другая история, потому что там есть убытки от простоя, есть, соответственно, затраты на там, проведение каких-то там работ в плане расследования, там еще что-то. То есть мы там привлекали каких-то международных юристов, международные там всякие анализирующие компании, потому что там есть прям вот, ну, всякие там детективные агентства и прочее. Вот. И это тоже как бы стоит очень совершенно просто нереально космических денег. То есть, когда с этим сталкиваешься, ну, волосы встают дыбом от тарифов. Вот. И суммарно на текущий момент вот общий размер убытков это, наверное, где-то порядка 2,3-2,5 миллиона долларов. Вот. Что для нас, конечно, является значительной суммой. Но мы не теряем надежды, что получится с злодеев их взыскать и, соответственно, компенсировать вот именно прямой ущерб. Ну и, конечно, составляющая морального ущерба, которая оценить очень сложно, потому что, ну, подорвано доверие практически вот к людям, да, потому что, как я уже сказал, судя по данным следствия, судя вот по происходящему, это сделал сотрудник, да, сотрудник компании, которого вот лично я знаю 7 лет. И, конечно, это был очень серьезный удар и по, ну, не знаю, даже по собственным каким-то вот способностям разбираться в людях или что-то такое, потому что, ну, вот после 7 лет плотной работы, чтобы человек сделал такое, конечно, это прямо серьезный удар. То есть я, честно сказать, даже у меня были мысли, что, может быть, пора на пенсию, потому что раз я так перестал разбираться в людях, то, в общем, зачем дальше работать? Вот как бы так. Ушул жерден анда кененирээк айтып бербейсизби? Ал адам, шектелип жаткан адам сиздерде кандай кызмат кылчу жана кандай жолдор менен акчаны чыгарып кетти? Знаете, урматтуу Эламан, это вы очень хороший вопрос задали. Ну, да, это наш коллега. Значит, опять-таки мы помним, что, я полагаю, что в Конституции Кыргызстана тоже прописано, что никто не может быть признан виновным без решения суда. Да, решением суда, уже 2 решения суда было по их задержанию, там, продлению сроков задержания под стражей, но решения суда в их виновности не было. Поэтому мы сейчас должны четко понимать, что мы, ну, оперируем, скажем, вероятностными какими-то этими самыми, да, но с нашей точки зрения и с точки зрения следствия, да, это вот сотрудник Зарипов Марат со своей верной подругой Виолеттой Дмитриевой. Вот. Но как бы кто он? Это, понимаете, это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что то, как мы его знали, я могу рассказать, да, и, в общем-то, это будет, наверное, ну, комплементарное. То есть это человек, который очень хорошо разбирается в компьютерных технологиях, да, то есть он просто, ну, профессионал.
это человек с очень активной жизненной позицией. То есть вот он, так сказать, строго против войны. Да, он не поддерживает, скажем, Россию, и даже вот и уехал из России вот вместе со своей, соответственно, девушкой именно, ну, правда, он уехал непосредственно после получения повесток, но и мы там ему помогли, но в любом случае, скажем, из идейных соображений, да, то есть вот как бы, ну, не желая принимать участие в этом всем безумии. Он фактически был моим доверенным лицом вот, в компании, то есть от меня было куча на него там доверенностей, вот, и, ну да, я ему доверял. Но это вот та сторона, которую мы знали до кражи, вот, а та сторона, которую мы узнали после кражи, ну, это какой-то совершенно другой человек, и это, честно говоря, я вот жду, не дождусь судебного заседания, чтобы получить, ознакомиться со всеми вот этими вот материалами, которые сейчас есть у следствия. Судя вот по тем материалам, что есть сейчас, это был какой-то совсем другой человек. То есть, знаете, вот говорят, после развода, только после развода узнаешь своего вот бывшего супруга по-настоящему. Так и тут. То есть, конечно, мы можем оперировать только вот теми материалами, что у нас есть. То есть это фактически, ну, там какие-то очные ставки, там вот вопросы следствия, там следователи, еще что-то. То есть у нас нет всей вот полноты картины. Но судя по той информации, что у нас есть, понимаете, я, ну, опять-таки, повторю, только решением суда, да, там, может быть, признан, там, опять-таки, ждем, вот, я надеюсь, это судебное заседание будет открытым, и тогда можно будет ознакомиться, но вроде как вот речь идет о суперхакере, который имеет документы, значит, поддельные документы гражданина США, гражданина Польши, гражданина Украины, поддельные, значит, русские документы, вот, который в криминальном бизнесе, ну, опять-таки, со слов, я не могу это утверждать, и не это самое, но вот более 15 лет, который член каких-то там вот этих преступных там каких-то кибергруппировок, киберсиндикатов международных с какими-то совершенно нереальными оборотами, то есть там речь идет о миллиардах долларов, то есть как бы мы там со своими этими копейками просто даже не пылинка, я не знаю, то, что это 1/1000, да, там их какого-то этого самого, и, как оказалось, у него очень, ну, за него вот вписались вот эти вот, так сказать, вот этот вот синдикат этот криминальный. То есть мне, моим близким там поступают угрозы убийством, возбуждено несколько уголовных дел по этому поводу, там в Европе, в Эмиратах. Вот, за мной, с их слов, охотятся наемные убийцы. Вот, господину мексиканцу большой привет и какому-то Бека и мексиканец. Вот, значит, ну, это вот из того, что мне, так сказать, пишут вот эти вот его сообщники, да, там обещают сжечь, убить, там всякое такое, то есть... Бұның бәрі сіз ошол Марат Зариповқа қаршы арыз жазып сотқа сүйреп жатқан үшін бе? Да вы понимаете, мы же не писали заявление против Зарипова, ну, мы писали это заявление по факту кражи. То есть мне вот это и непонятно, я же как раз этих, понимаете, как там, ну, они писать-то мне это там начали еще сколько-то месяцев назад. Да, но поскольку это, как я уже сказал, вот слово кража, это лишь слово, да. Кстати, а как это будет по-кыргызски кража? Урлук. Урлук. Вот урлук лучше, чем кража звучит. Вот урлук, мне кажется, в этом больше глубины. А это же много чего еще другого, да, это вот, ну, скандалы дома, да, потому что ты срываешься там на близких, да, это там какие-то, ну, то есть это масса всего, да, то есть вот эти вот гипертонические кризы, это вот у коллег постоянно нервные срывы, потому что, ну, прессинг и все остальное. Поэтому вот, Урлук, да, я не писал заявление на Зарипова, и я вообще заявление не писал, писал наш директор по факту кражи. Ну, естественно, когда мы... Другой вопрос, что с первого дня там было много косвенных признаков того, что это он.
Там, к сожалению или к счастью, к сожалению для него, к счастью для нас, да, то есть там они допустили несколько мелких ошибок, но практически сразу стало понятно, что, скорее всего, это сделал именно он. Марат Зарипов өзү негизи кайсы жакта жашачу Кыргызстанга келгенге чейин? В России, в Санкт-Петербурге, соответственно, работал на нас удаленно. Вот я говорю, когда там пришли эти повестки, когда, соответственно, начался призыв, сначала он там прятался, я там ему оплатил. Он прятался в Абхазии, у него не было заграничного паспорта. Теперь-то мы понимаем, почему у него не было заграничного паспорта, потому что, понимаете, судя по слухам, опять-таки по слухам, Госдеп США запросил МИД Кыргызстана по поводу, значит, этого Зарипова на предмет его экстрадиции, потому что там ему вроде как, значит, корячится 15 тысяч лет. То есть рядом с нами был практически какой-то подпольный, я там не знаю, опять-таки судом это еще не установлено и все это самое, но вот по факту вот так вот. И здесь, когда вот они переехали, ничто, что называется, не выдавало, да, там ни разведчика, ни парашют, ни там это Буденовка. Нормальный парень, то есть он делал свою работу и все это самое. А сейчас, вот я говорю, мне эти там пишут, что, значит, убьем, сожжем, там все вот это вот, видео там всякие шлют с этими поджогами. И я их спрашиваю, что, ребята, а что вы, собственно, от меня-то хотите? Собственно, что я-то? Хорошо, меня вот обворовали. Мы там написали заявление, да, но, так сказать, мы же не писали его на Зарипова, там, на кого-то. Мы просто следствие арестовал. Хорошо, вы меня убьете, ладно. Что вам легче, что ли, станет? Его от этого нет. Наоборот, наверное, статей там навешивают каких-то, да, то есть их следствие уже установило, там вроде как даже вот в розысках планируют, я имею в виду остальную часть этой банды. Там какие-то сотни людей, то есть там реально какая-то группировка каких-то невменяемых размеров, но вот тех, которые непосредственно угрожают, вроде как установили и все. И я спрашиваю, что, собственно, от меня-то, месть, значит, нам нужна только там твоя смерть, еще что-то такое. Нужна смерть, значит, нужна смерть, попробуйте найдите, попробуйте убейте. Как это поможет Зарипову, я не знаю. Как это, так сказать, связано вообще, так сказать, поможет ли это им в целом, по-моему, это только ухудшит их ситуацию. Но вот по факту сейчас мы имеем то, что мы имеем, то есть дома у нас там патрулирует нас теперь служба контртеррора, да, то есть там как бы расставили всякие там технические средства и вот, значит, ждут, да, там как бы кого-то вот этих вот, соответственно, наемных этих убийц, какого-то вот мексиканца и какого-то вот Беку. Не знаю, кто это такие, но, видимо, какие-то уважаемые люди, раз, так сказать, предполагается, что я их должен знать. Вот. Бул ишке сиздердин кызматкер Марат Зарипов гана шек саналып атасыздар. Анан курбусу Жубаева Виолетта Дмитриева деген бул ишке эмненин негизинде кошулуп шек саналып калып атат анда? Здесь надо понимать, что это, наверное, надо спрашивать, в первую очередь их, да, потому что так я ж не знаю как, да, но опять-таки, судя по тем вопросам, которые мне задавались, я, насколько понял, они забыли в телефоне, то есть они телефоны очень тщательно вычистили. Там была экспертиза, и там прямо, то есть вот эксперт прямо отметил в экспертизе, что он в первый раз сталкивается с тем, чтобы телефоны подозреваемых настолько тщательно были очищены. То есть там и хард-ресет, и переустановка, и там, вот все. Но они забыли почистить историю в перевод Google Translator. То есть, соответственно, они вот переводили там что-то в Google Translator, и я так понял, что, опять-таки, со слов, и, возможно, я здесь введу вот и вас, и зрителей в заблуждение, но со слов того, что говорят, они забыли какие-то ключевые улики, они просто забыли потереть переписку, потому что по-английски они оба не говорят, а здесь было вовлечено много людей, и по-украински тоже они не говорят, и вот вроде как, значит, там какие-то переводы на то ли на английский, то ли с английского, и вот украинского, и по ним, соответственно, они вот прокололись, и, насколько я понял, это в том числе и на
телефоне вот этой вот Виолетты. Но вы за нее не переживайте, потому что она сидит прекрасно. Вы не поверите, но у нее там есть интернет, у нее есть Инстаграм, я имею в виду в тюрьме, ну, в СИЗО. Она оттуда ведет стримы регулярно онлайн, соответственно, как бы, судя по этим стримам, питается она тоже хорошо, еда ей СИЗОшная не нравится, плюс она вегетарианка, поэтому ей доставляют из ресторана 3 раза в день вегетарианскую еду. Ему там, соответственно, тоже из ресторана. Вот. Мунун баарын сиздер каяктан билип атасыздар? У нее же Инстаграм открытый, можете подписаться, тоже узнаете. Она там рассказывает. Ну, я говорю, честно, мне непонятно то, что в СИЗО, то я, честно говоря, не очень понимаю. То есть то ли это связано с какой-то гуманизацией. Опять-таки, естественно, не в плане критики, да, то есть, еще раз, мы здесь гости, да, вы здесь хозяева, это ваша страна, и вам лучше знать, как это все здесь происходит, но мне кажется странным, когда там люди, обвиняемые в преступлениях в сфере высоких технологий, да, они вот имеют при себе там телефоны. Вот. Ну, по поводу питания, я полагаю, что, наверное, это как-то законно, вот, а с телефонами это очень странно. Но при этом, насколько я знаю, обыски проводились, телефоны не нашли. Вот, телефоны в камере не нашли, при том, что вот на Инстаграм в качестве рекламы могу, так сказать, дать ссылку, да, то есть подпишитесь, посмотрите на Виолетту, она там, да, ведет оттуда стримы и, соответственно, переписывается, то есть регулярно онлайн. Вот. Булардын ушундай кылмышка барышына эмне түрткү болушу мүмкүн? Бул кылмыштын мотиви эмнеде болуп атат? У него зарплата по местным меркам, да и не только по местным, зарплата у него была хорошая, то есть работа там фактически час-два в день, это от силы, и то не каждый день. Ну, здесь, понимаете, здесь можно только лишь предполагать, возможно, опять-таки, возможно, во мне говорит зависть, но у них разница в возрасте 30, что ли, там, или 31 год. Вот. Она молодая девушка, возможно, ей хотелось какой-то luxury life. Да, тут рядом вот крутятся такие деньги, как-то так. Но, опять-таки, без решения суда мы не можем это утверждать, во-первых, вообще, что это они украли, да. Во-вторых, может, она и не знала, да, то есть как-то это самое. Поэтому, не знаю, вам, наверное, стоит спросить у них, опять-таки, по результатам суда. Но на текущий момент они категорически отрицают свою вину. Более того, они говорят, что дело там мотивировано, там что-то коррупционировано, там как-то вот все вот это вот, да, и, признаваться, я так понимаю, они не собираются, но, как говорят следователи, что это, в общем-то, типичная история для таких крупных краж, то есть человек считает, что он выйдет раньше и выйдет богатым человеком, да, то есть вот он за время пребывания, соответственно, в СИЗО столько не заработает на свободе, в СИЗО, там, в тюрьме, если его осудят, еще что-то такое, да, то есть и поэтому вот он выйдет богатым человеком. Но с учетом ресторанного питания, доступ к интернету, там, я так полагаю, каких-то еще вещей, может, это и правильная стратегия, то есть не знаю. Но ответить на ваш вопрос четко я не смогу. Буга чейин ал ошол тапкан каражаты жетпей жатат, аз болуп жатат деп сизге арыздангандай болбоду беле? Көп маяна сураган жок беле? Нет, ничего нет, никаких жалоб, ничего нет. Слушайте, я не знаю, какая у вас зарплата, но насколько вот я знаю, в Кыргызстане, скажем, если ты получаешь больше $1000 это уже, в общем, не такая плохая жизнь. Слушайте, мы вчера в ресторане поели $35 на двоих. Вот, поэтому, у него было сильно больше $1000, и плюс оплачивалась квартира, то есть плюс у него там какие-то от старых, с его слов, от старых дел, от старых каких-то там бизнесов тоже там капали это самое, поэтому нет, я бы сказал, что они были, по местным меркам, так, наверное, даже и богатые люди, вот, если не богатые, то состоятельные, вот, поэтому тут сказать, что причиной было плохое материальное положение, нет.
Ортоңуздарда конфликт болгон эмеспи? Нет, нет. Да какие конфликты? Слушайте, ну он классный, ну, опять-таки, та сторона, которую мы знали, да, та сторона, которую мы знали, это ответственный, хороший, прямо вот сотрудник, знаете, которому вот ты поручишь, и ты знаешь, что оно будет сделано. Тебе не надо там ходить за ним, проверять, контролировать, то есть как-то это самое. Поэтому нет, никаких ни конфликтов, ничего, к сожалению. Так бы было бы проще объяснить себе Бул самому. уурулук катталгандан кийин сиздер качан Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылдыңыздар? Анан учурда канча адам шектелип жатат, канчасы камакта? Ну, обратились мы, наверное, в правоохранительные органы чуть ли не, там рядом просто с банком было отделение, чуть ли не через 15 минут после кражи. Вот, то есть буквально там вот, ну, то есть я даже, ну, это самое заявление приняли сразу, QR-код вот дали, разослали там все эти письма, то есть, ну, как бы там много и быстро было сделано с точки зрения правоохранителей. Значит, ну, как я уже сказал, мы с первого дня подозревали именно их, да, по там разным косвенным признакам. Вот, ну, собственно говоря, на текущий момент, да, арестованы вот двое, он и она. Но если брать вот подозреваемых, то, понимаете, звучит, еще раз говорю, ну вот даже в Эмиратах в полиции меня спросили, там, ну неформально, нахрена, говорит, вы там заявление-то подавали, если там такая банда, ну изначально. Я говорю, слушайте, мы же не знали. Знали бы, может, действительно не подали бы. Ну, то есть знали бы, что там вот это все выльется вот в такое, может, действительно бы там запили бы водичкой и все. Вот. А мы ж не знали. Ну, подали и подали. А тут сейчас речь идет о сотнях людей. Сотнях. Ну, представляете себе вот оборот. И это только то, что вот сейчас есть, это там 2,5 или 3 миллиарда долларов. То есть это люди, которые занимаются детским порно. Ну, людьми их, конечно, назвать сложно, но это самое. Это наркотики, ну, отмывание денег. Естественно, не в смысле они продают детское порно, а как это, ну, обеспечивают платежи там, вот, как бы между клиентами и вот этими. Значит, это наркотики. Это вот как раз кражи подобного рода. У них это на потоке. Это отмывание денег на войну. Соответственно, они работают по тем данным, что вот, ну это уже мы там выясняли через знакомых, там, через друзей, они работают на войну, то есть несмотря на то, что там большая часть это граждане Украины, но они обслуживают русские потоки, именно военные потоки, соответственно. Ну то есть вот говорят, что их угроза это более чем серьезно, ну и вот как бы люди, которым я склонен доверять, они говорят, что мне жить осталось, может, неделю, ну, как бы, может, там, такого плана. Вот, а дальше меня по-любому застрелят. Ну, соответственно, может быть, может, это интервью кому-то потом станет интересным, вот. Но, слава богу, следствие их установило, да, то есть, если что, ну, может быть, их даже экстрадируют сюда, потому что, насколько я понял, их объявляют в розыск в Интерпол, да, и причем как бы в Интерпол здесь, в Интерпол в Эмиратах, плюс, насколько мне известно, Служба безопасности Украины вроде как, значит, и там управление К, ну, киберпреступлений вроде как тоже это сам, потому что они работают там много где, то есть это Украина, Польша, Россия, Эмираты, еще там какие-то страны. У них там есть, соответственно, представительство, у них там есть люди, и фактически, ну, люди вот занимаются очень погаными делами. Кыргызстанда ошол сиздердин кылмыш иши боюнча иликтөө кандай жүрүп жатат? Ошо тергөөнүн жүрүшү сизди канааттандырып атабы? Слушайте, значит, да, я очень доволен ходом следствия, причем здесь вот надо сказать, что, ну, даже вот у некоторых членов команды были сомнения в плане профессионализма правоохранителей. Но я хочу вам сказать, что вот ваше управление К,
ваше управление К, да. Я не знаю, как бы, естественно, наверное, там как во всякой стране, да, то есть не нужно путать там туризм и миграцию, да, там, я полагаю, что, наверное, много есть нареканий у местных жителей, там, как без этого, понятно. Но я, честно, в восторге, просто в восторге. Потому что, ну, у вас реально крутые ребята. Вот управление К – это просто круто. То есть это вот К от слова «круто». И, ну, понимаете, круто даже не то, что вот они профессионалы, а круто то, что, знаете, им это интересно. Вот им их работа интересна. Да, там, как бы, конечно, каких-то вещей, может быть, они не знают, да, там каких-то, но им интересно узнавать, они хотят вот учиться, да, то есть и они не стесняются, вот что, знаете, ключевое. И вот опять-таки это очень сильно отличает Кыргызстан от многих других стран, когда, ну, есть вот там некоторые другие страны, где там, знаете, даже вот соседние, где люди не могут признаться, что они чего-то не знают. Да? То есть они все знают, и даже если они ни черта вообще не знают, они все равно все знают. Вот здесь не так. Ну, я не знаю, опять-таки, может быть, это тоже где-то, но вот, по крайней мере, среди вот правоохранителей, то есть люди не стесняются спрашивать. Да, причем это касается вот и управления К, это касается и следственных органов, да, то есть то же самое. Да, есть вот вещи, понятно, это новые технологии, понятно, что это вот, как говорится, может быть, одно из первых там дел, да, которое это сам, но не стесняются спрашивать, не стесняются узнавать что-то новое. И вот, ну, мы видим прогресс, то есть, по крайней мере, ну, вот угрозы-то убийством идут, да, а значит, видать, их схватили прямо плотненько, да, то есть, с чего бы им тратиться вот на эту всю штуку. То есть, поэтому, ну, как бы да. Единственное, ну, вот система ФСИН, ну, опять-таки, не в плане критики, я понимаю, что мы здесь гости, а вы здесь хозяева. На мой взгляд, это слишком гуманные условия содержания. Но, опять-таки, не мне это судить, не мне это критиковать. Раз так есть, значит, почему-то так нужно. Вот. Мы к этому подходим именно так. Плюс, если, ну, действительно правда про вот эти слухи про 15 тысяч лет и выдачу в США, то по большому счету, ну, сидеть-то ему здесь недолго, да, то есть, а дальше уж в США там не будет ни интернета, ни, соответственно, стримов, ни питания из ресторана, а будет просто клетка и маленькая и до конца дней. Понимаете, у них сменилось 5 команд адвокатов, 5. То есть, ну, я не знаю, сколько адвокаты берут, ну, наверное, там 2000, может, за это самое. Там они в неделю меняют по 2, по 3 команды. То есть, вот суд был, там они за эту неделю с судом, они поменяли 4 команды адвокатов. Ну, это же как-то оплачивается. А как это может оплачиваться, если они сидят в СИЗО, а родственники все там, и они там нищие, как я не знаю что. То есть, значит, это оплачивается, ну, исключительно единственный вариант, как это может оплачиваться, это вот, ну, в электронном виде он перечисляет, моими же деньгами платит. Ну, если бы у них там телефоны изъяли, то они бы, по крайней мере, ну, хоть вот, то есть, ну, питание, я говорю, она там, значит, говорит, что еда этим комбижиром пахнет, ей неприятно. Поэтому, вот, значит, ей доставляют 3 раза в день, доставляют из ресторана. Ну, я прошу прощения, я в 3 раза в день в ресторане не ем, да, то есть я дома ем, да. А она вот, ну, нет, ничего, как бы это самое. Она в вечернем платье пришла на допрос. В вечернем платье. Я понимаю все, но в СИЗО как в вечернее платье могло попасть? Ну, без каблуков, это я уточнял, без каблуков. Но в вечернем платье, понимаете, то есть это же, ну, это как? Ну вот, но мы здесь гости, мы это знаем. И мы не претендуем. Если надо в вечернем платье, знаешь, пусть ходит в вечернем платье, мы не против. Вот, но смотрится диковато. Ну, опять-таки, у вас тысячелетняя традиция, а мы тут так мимо проходили. Бул жерде ушул акчаңыздарды кайтарып алыш үчүн өз алдынча ички ийриктөө жүргүзүп же башка тараптар менен сүйлөшүүлөр болдубу? Да, мы проводили внутреннее расследование, да. Слушайте, мы, понимаете как, когда все это... Так, сейчас. Да, конечно, мы проводили внутреннее расследование, потому что когда изначально, ну вот, я говорю, у нас были подозрения, да, но лишь косвенные. Да, и даже вот там, скажем так, несмотря на то, что
Несмотря на то, что пишет там вот его отец в заявлениях, несмотря на то, что они здесь пишут в заявлениях на меня, что якобы, значит, там это все коррупционное, там, что они там подставлены, там и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле это, конечно, не так, потому что, ну, если бы это было так, то их бы арестовали бы прямо вот там в первый же день, когда они сюда прилетели. Потому что они как раз под кражу, почему, собственно говоря, косвенно эти самые, они типа в кражу, они здесь отсутствовали. Они были там в отпуске. Вот. При том, что этот отпуск им никто не давал. Да, то есть они просто обманом там взяли и дернули за границу, типа они там согласовали, потом выяснилось, что ни с кем не согласовали, вот, но, соответственно, тоже как косвенно стало понятно, то есть им нужно было алиби, что вот мы же не здесь, мы вот там дистанционно, вот, и вообще не это самое. Вот. Но по факту нам нужны были доказательства. Да, какие-то доказательства того, что ну, это они или не они. Соответственно, там детектор лжи, да, там какие-то заключения психологов, там какие-то, так сказать, просто беседы там и прочее. Вот, поэтому, ну и плюс, да, сама по себе история, она была, ну, прямо как в фильме, знаете. То есть, ну вот вы представляете, человек стоит, вот вы стоите, у вас в деньгах, там, в руках куча денег, да, и вдруг они прям, то есть, вот на самом деле на ваших глазах прям, их нет. Да, то есть, ну, вообще красиво. Мы решили, что это внутреннее расследование можно будет совместить даже и с фильмом, да, то есть с каким-то документальным вот, на реальных событиях. И плюс под это внутреннее расследование у меня, просто я с ним разговаривал вот непосредственно после кражи, и меня прямо поразило его, ну, спокойствие. То есть такое вот прямо оно было просто вот спокойствие, не наигранное, абсолютно искреннее. И в тот момент у меня создалось впечатление, что они, ну, вот он, а потом уже после стало понятно, что и она тоже, что они оба, ну, психопаты. Не знаю, сталкивались ли когда-то в жизни с психопатами, но в моей жизни, к сожалению, у меня есть богатый опыт общения с этой категорией людей. У них очень, как сказать, у них эмоциональная бедность на эмоции, да, вот они вот очень эмоционально бедные, то есть их трудно, ну, вывести вот как-то что-то, да, то есть они вот там это манипулируют, там и, соответственно, да. И была идея в том, что если мы будем их под камеру как бы гнать, то им будет очень трудно менять лица, потому что они, это действительно это большое искусство. Например, он там разговаривал, когда Марат разговаривал с нашей украинской коллегой, он всегда гакал, при том, что он не гакает. С белорусским коллегой, да, там это самое, он вот это ну, не смогу повторить, то есть он как бы вот подстраивался под каждого, да, а когда ты под камеру, да, то есть это работаешь, тут уже сложно, потому что, ну, во-первых, все эмоции фиксируются и все, но вот лично меня с ними, то есть как бы последние уже сомнения отпали, когда у нас была конференц-колл, да, и как бы вот я там через интернет с ними. И когда у нас там коллега одна должна была подсоединиться, точнее, она подсоединилась, она вот, мы там беседовали, она хотела начать задавать вопросы, и вдруг вырубила свет в доме, вырубила интернет, здесь вот в Кыргызстане. А когда все включилось, выяснилось, что та коллега, у нее вот как раз случился гипертонический криз, и она чуть не умерла. При том, что она находилась в Москве, то есть это сколько там, 1000 километров отсюда. Вот. Но я просил, чтобы этих гавриков постоянно снимали крупным планом лица. Вот. И они не знали, что это делается. Да? То есть, ну, как бы тут съемки, там это самое, что вот камера направлена постоянно на них, они не знали. И меня до ужаса поразила вот эта вот улыбка. Знаете, вот, может быть, вы видели, как, ну, на видео, как крокодилы улыбаются. То есть вот это вот, когда у них вот они там что-то съели, и вот эта вот улыбка, она совершенно жуткая, вот эти холодные глаза их. И меня вот это прямо шокировало, когда вот они услышали, что, значит, вот эта вот коллега там практически умирает, да, то есть, ну, там повезло, там, она бы и умерла, просто повезло, соседка пришла, у соседки ключи были, она там знала, что кто-то есть, денег одолжить. Звонил, никто не открывает, она пошла за ключами, открыла, а это уже все, и там скорую, в общем, откачали. Но на момент, когда вот связь восстановилась, была информация, что она вот, ну, уже умерла. И меня поразило вот эта вот улыбка у них совершенно, знаете, вот жуткая такая, вот, ну, просто страшная, что у него, что у нее, когда они вот про это услышали. И ну, тогда вот лично мне уже все стало понятно, да, то есть, что это просто, ну, не люди, да, то есть это вот они реально больные, вот. И, соответственно, внутреннее это расследование, опять-таки, оно позволило их загнать на полиграф.
да, на детектор лжи, потому что, ну, все равно было страшно допустить ошибку, потому что, ну, человека знаешь много лет, и если бы, конечно, если бы мы знали там про эти другие паспорта, про вот это вот все, ну, там бы вопросов бы не было. Но на тот момент мы этого, конечно, не знали, знать не могли. Вот. И, ну, с полиграфом там оба не прошли полиграф, то есть полиграфолог дал однозначное заключение, что это они, и они виноваты, и про поддельные документы, и про прочее, то есть как бы там очень много, ну, очень много. Ну, мы все эти материалы передали в следствие. Акчаны кайтарыш үчүн башка тараптар менен да сүйлөшүүлөр болдубу? Были, вы знаете, были. Там, я так понимаю, в какой-то момент времени, видимо, знаете, там как бы, ну вот само следствие, да, то есть фактически здесь-то произошло событие, а отмывание, оно происходит по миру. То есть это там, это ж вот в чем плюс этих валют, да, то есть действительно вы заплатили за 1 секунду, вы там перевели деньги, да хоть куда. Да, там, вот, в нашем случае, соответственно, там, в Украину, потом из Украины там, через там, тысячи кошельков, то есть это вот такое вот все пересекающееся, потом оно там куда-то приходит, потом оттуда выходит уже в другой валюте, и опять там тысячи транзакций, то есть это вот где-то там оно собирается в третьем месте. Соответственно, следствие, по сути, это вот как раз поиск вот этих вот концов и попытка найти где-то там, где хакер ошибся, например, там вышел без VPN, да, потому что у них там, вот следователь тоже мне задавал вопрос, у них на телефонах там что-то то ли 15, то ли 20 там VPN стоит. Типа он говорит, там зачем столько? Я говорю, ну зачем? Ну езжу, понятно, зачем. Ну, потому что постоянно меняли, чтобы, так сказать, не отследили. С каждого аккаунта там свой VPN и все. Вот. Ну, соответственно, в какой-то момент времени, по всей видимости, запросы от следствия пришли куда-то, где прямо вот люди, прямо вот это самое. Поэтому на меня там за 1 неделю вышли 3 разных решалы из разных, так сказать, этих, которые, ну это еще вот до этих угроз убийством, которые как бы сказали, мол, что хочешь. Вот. Причем, естественно, я не давал никому свои контакты, но, соответственно, вот это самое. Я сказал, что, ну, как бы, собственно, вы кто? Да, то есть, ну, вот мы там оттуда. Я говорю, окей, ну, очень приятно, ну, так сказать, верните деньги. Они сказали, не рассматривается. Причем все в отдельности. Я говорю, ну, а что тогда вы пришли? Ну, вот, типа, мы там отдадим 46 тысяч и иди нахер. Я говорю, ну, я не согласен. Да, то есть вы либо все верните, да, либо как бы это, ну, тогда, типа, вот как раз там один из них сказал, да, что тогда, типа, там, пеняй на себя. Я говорю, ну, вы хоть соображаете, что вы говорите, да? То есть вот вы у меня украли. Ну, не вы там, ну, ваш там доверитель или кто там это сам. И вы сейчас ко мне там приходите, ну, то есть вы что-то от меня хотите, видимо, да? То есть вы что, думаете, что мне эти 46 тысяч это самое, вы верните все, что вы украли, и забудем, все, вопросов нет, закроем вопрос, так сказать, вашего этого, там, тут вроде гуманизация есть этого наказания, тут можно мировое заключить, и получит он там свое условно, получите вы его назад, если он вам там так дорог, да, там, и все. Ну нет, типа не рассматривать, денег не дадим. Я говорю, ну хорошо, а что вы предлагаете-то? Ну, типа, заткни клюв и там все это самое. Я говорю, ну нет, это не получится так сделать. Ну, тогда, типа, там, пеняй на себя. Ну, вот 2 пеняй на себя, а 3, да, прямым текстом, что тогда тебя грохнут. Я говорю, ну, попробуйте, что ж, это ж дело-то такое. Не вы первый, кто пытался, но пока ни у кого не получалось, да. Ну, знал бы я. Опять-таки, на тот же момент мы не знали. То есть, ну, было предположение, что это каких-то маленьких дураков, да, там, которые там что-то это самое. А сейчас, когда я говорю, когда вот узнали про эти миллиарды, понимаете, ведь миллиарды долларов в этом бизнесе, это очень много денег. То есть это получается, соответственно, там, ну, это же не то, что какой-то там вот прыщавый педофил, да, там, который там что-то там послал видео, там, оплатил, там, не знаю, там, скачал. Это тысячи этих педофилов, понимаете, это не то, что там вот какие-то там украли у кого-то, вот как у нас, да, там, и, то есть миллиард, это значит тысячи таких, как мы, да, то есть, и это, причем это вот 2,5 миллиарда, это только то, что вот сейчас еще нашли, это только первые приблизительные оценки, то есть будет намного больше, то есть это 5-7 миллиардов, то есть фактически, ну, вот правоохранители Кыргызстана, понимаете, раскрыли деятельность, ну, наверное, одной из крупнейших мировых киберсиндиката. Да, и, в принципе, насколько я даже вот там слышал, вроде как даже угрозы следователю поступали.
Вот, в плане там тоже там что-то на личный телефон там писали какие-то гадости. Ну, правда, там все очень корректно, то есть, насколько я понял, там нету, как бы в моем случае там все просто, там мы тебя убьем, там мы там нужна твоя смерть, там мы тебя сожжем, всех близких сожжем, там, ну, вот эти наемные убийцы там наняли. Там. В его случае это было более там как бы, я так понял, ну, то есть не нашли, скажем так, оснований для возбуждения уголовного дела. Пока. Вот. Учурда Ford Dragons компаниясы силердики кандай иштеп жатат, иштеп атабы? Да вы понимаете, в этом вся проблема. Но никак не функционирует сейчас. То есть фактически деятельность у нас парализована, и вместо того, чтобы зарабатывать деньги, мы их тратим. Да, потому что, ну, как я уже сказал, директор вот после там этой своей попытки он там не выдержал и сломался. Вы бы его видели, здоровый мужик, там, который в жизни видел много чего, но не потянул, психологически не потянул. Вот. Но мы надеемся, да, мы надеемся, потому что нам здесь нравится. То есть нам нравится, и знаете, как вот это говорят, что когда там обычно встречаются два человека, там один с опытом, другой с деньгами, то по результатам тот, у которого опыт, появляются деньги, а тот, у которого деньги, появляется опыт. Да, то есть мы сейчас вот, получается, из стадии деньги перешли в стадию опыта, но очень надеемся этот опыт все-таки превратить в деньги снова и, ну, как бы работать дальше. Мындан ары ушул акчаңыздарды кайтарып алыш үчүн дагы кандай чараларды көргөн жатасыздар? Мы планируем подавать иск в арбитражный суд, чтобы взыскать, соответственно, вот с этих преступников в законном порядке, взыскать, соответственно, убытки и прочие там всякие вот эти вот наши ущерб и прочее. Так что, может быть, через сколько-то месяцев сможем, если вашим зрителям это будет интересно, если они это досмотрят до конца, и если, конечно, меня не грохнут, то я надеюсь, что, может быть, через несколько месяцев мы сможем дать интервью уже не только по как бы, работе правоохранителей, да, но и по работе, соответственно, судебной системы. Из того, что, ну, происходит сейчас, я так понимаю, такого преступника здесь еще не ловили никогда. То есть, ну, просто никогда. То есть это вот большая удача для правоохранителей, ну, не удача для нас, да, но удача для правоохранителей, потому что его можно будет продать, получается, ну, в хорошем смысле. То есть, судя вот потому, что нас там консультировали юристы, то есть ему сидеть сначала там в Украине, потом в Польше, да, потом, соответственно, в Америке, да, то есть вся его оставшаяся жизнь это как это твой дом, тюрьма. Азыр бул айтып жатпайсыз, жана 2,5 миллиард доллар оборотунда бар экен, ошончо акча айланат деген. Бул не деген компания, булардын ишмердүүлүгү кантип бүт өлкөлөрдө кантип иштешет экен? Слушайте, ну я, наверное, даже тут как бы это самое, опять-таки, в избежание каких-то там исков и прочего, я не знаю, ну, опять-таки, могу ли я про это говорить, потому что решения суда нету, то есть, наверное, здесь надо сделать отговорку, что это согласно той информации, которая у меня есть, что это мое личное мнение, которое базируется на той информации есть, возможно, оно ошибочное, и, соответственно, ну, вот, короче, вся вот эта вот юридическая, чтобы меня не засудили, вот, но если эту всю юридическую, чтобы меня не засудили, произнести, то ситуация какая? Есть компания WhiteBit. Да, это крупная биржа, криптобиржа, у которой, правда, непонятно, есть ли у них лицензия или нету, то есть на сайте этого нету, как бы так они, я так понял, не хотят предоставлять, вот, но вроде как это вот крупно, они даже являются спонсором Барселоны, вот футбольного клуба Барселоны. Значит, у этой компании, опять-таки, по данным на их сайте, оборот дневной 500 миллиарда. То есть это оборот годовой, значит, 180, там, да, 183 миллиарда долларов. Вот, то есть это прямо что-то совсем большое. То есть прямо вообще какое-то прямо это самое. Другой вопрос, что поскольку нет ни лицензии, ну, ни подтверждения, то может это и вранье, аудита тоже нету, то есть может это все вранье, но из того, что есть, то есть. Значит, они... Насколько, опять-таки, повторюсь, насколько мне это известно, насколько я там вот как бы владею информацией и прочее, никого не обвиняя, ничего не утверждая. Но они дали ответ следствию следующий, что 22 числа
к ним, точнее не к ним, а вот как раз к этой вот 001К это называется организация, у них даже сайт есть, там фотографии их есть, имена, фамилии, то есть все как бы это самое, как положено. Вот в эту организацию 001К, которая является как бы, ну, дилером, что ли, да, вот этого WhiteBit, обратился некий гражданин Украины Власюк, не помню, как его зовут, который является, он, как сказать, во всех стоп-листах банков, ну, маргинал, бомж, в общем, вот, то есть, короче, вот такое. Соответственно, обратился этот Власюк и принес вот этим вот 001К 846 тысяч тезера, украденного у нас. Но на тот момент юридически, несмотря на то, что мы уведомили, соответственно, компанию Тезер, буквально там в течение 5 минут после кражи мы их уведомили, они как бы не были помечены ворованными, то есть фактически здесь идет речь о нарушении AML No You Customer, то есть, грубо говоря, опять-таки, вот, возвращаясь к нашему исходному вопросу, почему там 2 человека, да, то есть потому что, чтобы не было вот таких вот ситуаций, когда приходит бомж, приносит там это самое, очевидно, что это все подставное и лицо, да, там, и... То есть вот у нас такие ситуации невозможны. Да. Но у них, соответственно, вот он пришел и 22 числа принес, и 22 числа он получил на руки 795, что ли, там, тысяч долларов. Точнее, не долларов, там он в битках, в биткоинах, да, то есть он поменял как бы эти тезеры, поменял в биткоины и ушел. Значит, дальше мы уже уведомили там WhiteBit, прислали вот это заявление, что вот у нас тут QR-код, вот посмотрите, вот возможно уголовное дело, там, пожалуйста, туда-сюда, примите меры и прочее. И через 4 дня, они этого Власюка нашли, точнее, он снова как бы пришел в офис, они его там отфотографировали, заключили с ним договор, и вот эти документы они отправили, соответственно, там в следствие, они их там отправили нам, что вот, мол, типа вот этот вот Власюк, это сам. Типа вот все вопросы к нему. При этом у службы комплайнса WhiteBit и вот у этих вот 001К не возникло никаких вопросов к этому Власюку 26 числа, несмотря на то, что уже 22 там, к вечеру они знали, что кража – это кража. То есть этот человек – это вот непосредственно прямой, вовлеченный, по крайней мере. То есть он пришел с ворованными тезерами, да, то есть задержать, там, передать куда-то там в правоохранителя, ничего не то самое, то есть его только отфотографировали. И у Власюка они смогли типа заморозить 46 тысяч, ну, со слов их, вот как раз те самые, которые они готовы отдать. И у Власюка не возник вопрос, что, ребята, а почему вы мне не додали 46 тысяч? То есть фактически, если вот уж совсем, так сказать, прямым языком, 22-го пришел бомж, припер мешок денег, ему дали там, поменяли, дали другой мешок денег, но не додали 46 тысяч, и этот же бомж пришел 26-го на съемку, там, с паспортом, вот, ну, знаете, там, это самое, и ни у бомжа не возникло вопроса, где 46 штук, дайте мне остальные, ни у этих не возникло вопроса, что, подожди, голубчик, тут сейчас подъедут люди в форме, к тебе есть вопросы. Ну, и вот WhiteBit предлагает это как то, что вот они провели там, значит, AML, там, No You Customer и прочее. Ну, в понимании правоохранителей, да ладно, что это правоохранитель, любого дебила, понятно, да, то есть, ну, вы принесли вот там 800, там, сколько, там, 50 штук, да, вам там не додали 46, ну, то есть, как, ребята, давайте сюда, да, то есть, ну, как бы, ну это же вот, ну, логично, да, а уж через 4 дня, если, ну, понятно, что это подставное лицо, понятно, что это все это, но, как бы, если предположить, что это подделали вот эти товарищи, ну, и, скорее всего, то вопрос к WhiteBit, к AML, к No You Customer, ну, почему они не задали эти, в общем-то, очевидные вопросы, да? Если же, так сказать, это подделали вот эти товарищи, то тогда вопрос, как они вообще работают, и, ну, это же безумие, да, то есть это, ну, то есть это просто прямое покрывание преступления, это вот просто чистая фабула отмывания, вот просто вот тут даже не надо ничего, просто прикладываешь этот договор и как бы это. Но прошло там сколько-то времени, и насколько вот опять-таки, судя по вопросам, которые нам там задавали следствие и прочее, WhiteBit отперся, сказал, что они никогда этого не присылали, ни Власюка, ни фотографии, несмотря на то, что это там в официальной переписке, там следствие, еще что-то такое, да, то есть какие-то вот такие вот моменты, там, значит, бланки, видимо, там печати, подписи. Но нет, они ничего этого не предоставляли, и это вот какая-то ошибка. И они вообще ничего не знают.
Вот. Но в моем понимании это не называется сотрудничество с правоохранителями. В моем понимании это называется покрыть преступление, да, там, попасться просто на своей собственной глупости и просто уйти в тину. Но, опять-таки, это в моем понимании. Да, соответственно, запрос, там, насколько я знаю, передан, соответственно, в украинские правоохранительные органы. Ну, вот они там будут разбираться, что это такое и к чему это, как говорится, с чем это едят. Вот. А вот этим товарищам... Насколько, опять-таки, мне известно, в качестве ответа на вопросы следствия, они, собственно говоря, как это называется, их ответы содержали оскорбления на национальной почве и в основном были матом. Вот. Что как бы тоже несколько удивляет в плане, ну, то есть коммуникации, потому что, ну, в моем понимании это последнее дело материть там следствие, да, потому что, во-первых, это не поможет, да, а во-вторых, ну, вопрос-то, в общем-то, действительно очень простой. Ну, то есть вот вы ему не додали 46 тысяч, да, а почему? Да, и почему он не спросил? А почему вы не задержали его, когда он пришел второй раз? А почему? Тут, ну, вопрос это, в общем-то, то есть элементарные документы же эти вы предоставили, ну, только объясните, ну, вот, как бы да. Сиз ушул криптовалюта тармагында, финансы тармагында канча жылдан бери алектенесиз? Кайсы региондорго инвестиция салгансыз? Анан ушул тажрыйбаңызда ушул окшош учурлар болду беле? Кража. Ой, слушайте, про кражу я могу рассказать массу. Нет, тут уж... Нет, скрипты, да. Такой объем, да. Так сказать, вот такая ситуация, чтобы человек, которого там 7 лет, ты знаешь, да. Это, ну, знаешь, такая ситуация, чтобы человек оказался каким-то там суперхакером, который там, значит, вот это вот все, да, вообще я в первый раз в жизни живого хакера-то вижу, да, то есть это же понятно, да, то есть это самое. Вот. А в плане краж нет, к сожалению, опыт богатый. Слушайте, меня обворовывали столько раз, что это же... Опыт в этом смысле богатый, но как бы обычно это очень плохо кончалось для тех, кто это делал. Вот. Если уж так говорить, меня даже вот там с детьми похищали, вот, и там тоже ради выкупа, и там хотели убить, и всякое такое. Вот. Но, как видите, я живой, невредимый, вот, а ребята, которые это сделали, они сидят. Вот, до сих пор сидят, хотя уже очень много лет прошло. Поэтому я уверен, что и эти ребята будут сидеть здесь, а вы будете брать с них интервью и спрашивать, зачем они это сделали. Мы пробовали вот эту как, понимаете, ведь все страны декларируют, там, инвесторы, приходите, мы тут сейчас, вот у нас тут все замечательно. Законодательство, банки, там, все. Я, не хочу называть конкретные страны, потому что я полагаю, кто-то где-то может как-то там воспринять это неправильно, и в конце концов это наш опыт, у нас вот не получилось, а у кого-то, наверное, получилось. Вот, поэтому не хочу никого критиковать, но повторюсь, что на наш взгляд, да, то есть вот Кыргызстан это самая лучшая локация для именно крипто, вот любых как бы крипто, то есть и обменников, там, и бирж, и всех вот этих вот операций. Именно потому, что гармонизированы банки и законы. Да, в других странах, да, мы одновременно стартовали, и как раз Марат в том числе, вот он в Армении, которая вроде как тоже вот себя позиционирует как крипто это самое, но нет, это просто были выкинутые деньги, там не полетело, там не взлетело, там не смогло. То есть в нескольких странах не смогло, а вот в Кыргызстане смогло. И я бы сказал таким образом, что мы действительно возлагаем большие надежды на вашу страну. Да, и, в принципе, я бы, несмотря вот на этот опыт, у нас это, как сказать, именно вот в криптосфере, конечно, первый раз, да, и я имею в виду кражи, да, и вообще все вот это вот, но именно то, как работают здесь правоохранители, я бы рекомендовал всем, кого обворовали, да, то есть лучше, чтобы вас обворовали в Кыргызстане. Потому, если уж, так сказать, вариантов нету, да, то лучше в Кыргызстане, потому что, повторюсь, вот действительно приятно впечатлены. Да. С финансами, слушайте, у нас там лизинги всякие, еще что-то там, какие-то компании, то есть в финансовой сфере уже, наверное, лет, я не знаю, 5-7,
Ну, то есть много. Да, а вот скрипт здесь, ну, как я уже сказал, то есть это вот год, соответственно, полтора, ну, 2 примерно. Да, вот плюс-минус что-то вот, наверное, такого плана. То есть что-то плюс-минус такого плана, потому что, ну, как только вот началась война, то доходы, конечно, сильно порезались, потому что те бизнес, которые там другие, они, к сожалению, были завязаны на международную там всякую торговлю, на прочие всякие эти вещи. И косвенно нас это все очень сильно ударило, поэтому вот нашли новую сферу. Ушунча иштер болуп аткандан кийин сиз ошо акчаңызды кайтарып алууга толук ишенесизби? Вы знаете, а как будет по-кыргызски надежда? Үмүт, Умеет. Красивое слово. А уверенность? ишеним, Ищеним. ишеним. Ищеним. У нас есть коллега, который очень-очень много лет мы вместе работаем, были в очень сложных ситуациях, в том числе прямо в таких прямо трагических ситуациях. В него там стреляли, пытались убить. Но вот он тоже живой, и это самое. Так вот, когда этот коллега что-то мне обещает, это всегда происходит. Коллега пообещал, что деньги будут возвращены, и, соответственно, с того момента, когда он мне это пообещал, я знаю, что деньги будут возвращены. То есть речь не идет о надежде или там каких-то ожиданиях, да, то есть я просто это знаю. Да, и да, есть определенные затруднения. Да, мы не подозревали, конечно, и коллега в том числе не подозревал, что здесь замешаны такие какие-то совершенно урочительные силы, которые, как бы там ни было, его обещание для меня больше, чем эти миллиарды долларов. Я точно знаю, что если он это пообещал, это произойдет. Вот. Плюс, опять-таки повторюсь, что то, что я вижу вот в работе правоохранительных органов Кыргызстана, у меня нет никаких сомнений в том, что виновные понесут наказание. И опять-таки, глядя вот на этих самых вот текущих этих виновных, как они выглядят там, у меня ощущение, что в конечном итоге они сделают правильный выбор и в обмен на снижение там или даже условный срок, они просто сами захотят и принесут эти деньги. Я знаю, что деньги будут возвращены, причем будут возвращены не, так сказать, как это называется, не только вот сумма украденного, а сумма всех убытков, всего ущерба. Уверен, что это произойдет именно так. Рахмат, биз дагы ушул Кыргызстандын укук коргоо органдары ишти акыйкат тергеп аягына чыгарат деп үмүттөнөбүз. Ал эми Антон мырза сиздин сизге келтирген зыяндын орду толтурулуп, мындан кийин дагы Кыргызстанда жакшы чоң инвестиция салат деп үмүт артабыз. Акыйкат жеңсин. Рахмат, саламата кылыңыз, урматтуу Эльман. Очень приятно было пообщаться. Спасибо вам большое за ваше время, спасибо вам большое за интерес. На самом деле, даже вот и здесь, вы знаете, опять-таки профессионализм Кыргызстана. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы бул иш иликтенип жатканын тастыктап, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн маалымат берилбей турганын билдирди. Ал эми финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Марат Пирназаров Four Dragons компаниясы лицензия алып, мыйзам нугунан чыкпай иштеп келгенин белгиледи. Жабык акционердик коом Золотой дракон Азия деп катталган юстиция министрлигине бизге тиешелүү түрдө заявка берип 2023 жылы 6 июлда номери 32 деген лицензияны алган. Бул лицензия болсо виртуалдык активдерди алмаштыруу оператордун ишин жүзөгө ашырууга берилген. Кийинчерээк ошол эле жылдын ноябрь айында тиешелүү кайрылуунун ошол негизинде бул лицензия переоформление болгон. Себеби булардын аты өзгөрүп Four Dragons деп өзгөргөн. Ошонун негизинде
лицензия переоформление болуп берген бул организацияга. Негизинен анда бул компания келгенден тартып мыйзамдуу эле негизде иштегенби Кыргызстандын аймагында? Бизге берген маалыматтарына таянсак, эгерде бергенден тартып мыйзамдуу эле түрдө иштеп келе жаткан. Сиздер тараптан эч кандай эскертүүлөр, мыйзам бузуулары аныкталган эмес беле иштеп жаткан учурунда? Болгон эмес.